американо-российских отношениях и наличиях, согласны вы с этим или нет, идеологических фундаментальных противоречий по ключевым вопросам международного права. Перед встречей с Обамой вы меня прямо и так и толкаете. Ну, это же очень важно, потому что если страна считает, что ей позволено больше, чем всем остальным, то... Я думал, что вы не заметите. Нет, вы заметили. Вы действительно такой цепкий боец. Значит, у нас идеологических противоречий на сегодняшний день практически нет. У нас есть фундаментальные культурологические. В основе американского самосознания лежит индивидуалистическая идея. В основе российского – коллективистская. Вот есть один из исследователей Пушкина, который об этом очень точно и ясно сказал. Вот в «Унесенные ветром», помните, там главная героиня, она говорит, что я не могу себе представить, что я буду голодать. Вот для нее это самое главное. А в нашем представлении русского человека, все-таки другие задачи. Это что-то такое за горизонт уходящее, что-то такое душевное, что-то такое связанное с Богом. Понимаете? Это немножко разные философии жизни. И поэтому понять друг друга довольно сложно. Но можно. Ну, для этого, наверное, есть международное право, для того, чтобы стать ну да. Ну, вот, Соединенные Штаты, безусловно, демократическая страна, и она развивалась изначально как демократическое государство. Ведь когда люди начали осваивать этот континент, они приезжали, выстраивали отношения друг с другом. И по факту жизни вынуждены были это делать в диалоге друг с другом. А поэтому она изначально рождалась как фундаментальная демократия. Вместе с тем не будем забывать, что освоение американского континента, вы меня заводите прямо в дебри, мне не хочется об этом говорить, но освоение американского континента началось с крупномасштабной этнической чистки, которая не имела себе равных в истории человечества. Ведь европейцы, когда туда приехали, они этим и занимались, надо прямо об этом сказать. Она, не знаю, вот человечеству не так много известно из истории, ну, скажем, уничтожение Карфагена римлянами, да, когда они уходили, они даже землю, так вот легенда гласит, солью посыпали, чтобы там ничего не росло. А освоение американского континента европейцами, там землю никто не посыпал, потому что ее использовали, но уничтожали коренное население. После этого американская история знает рабство. И оно так глубоко проникло. Ведь Колин Пауэлл еще в своей книжке написал, как ему было тяжело. Человеку с темным цветом кожи тяжело было пробиваться, как он всегда чувствовал на себе взгляды окружающих. Значит, это сидит наверняка до сих пор в душах и сердцах людей. Ведь, ну, вот смотрите, мы знаем, во всяком случае сегодня, очень многие стороны советского режима. Знаем Сталина, да? Так, как раньше мы его не знали. Знаем, что это был диктатор, тиран. Я очень сомневаюсь, чтобы Сталин весной 1945 года, если бы у него была атомная бомба, применил бы ее против Германии. В 1941-1942 году, когда стоял вопрос о жизни или смерти государства, может быть, и применил бы, если бы у него было. А в 1945-м, когда уже противник все сдавался, по сути дела, шансов у него никаких не было, я сомневаюсь, вот я лично. А американцы применили против Японии терпящее поражение, причем против неядерного государства. Знаете, вот у нас большие различия между нами, но это ведь нормально, когда люди с такими большими различиями полны решимости искать пути, которые помогают понимать друг друга. И мне представляется, что у нас нет другого выбора. И более того, ведь не случайно, что в критические периоды современной новейшей истории Россия и Соединенные Штаты объединялись и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Вот как бы не противостояли друг другу, а когда вот гром грянул, произошло объединение. Что-то все-таки объединяет, какие-то фундаментальные интересы объединяют. Нам нужно вот на это обращать внимание прежде всего. Знать наши различия, но
но при этом все-таки обращайте внимание на тот позитив, который поможет нам сотрудничать.